2 миллиона рублей компенсации. Алроса выплатит родственникам погибшего взрывника материальную помощь. Долги на 500 миллионов. 11 тысяч собственников квартир в Южной Якутии не платят за тепло и горячую воду. Мирская свеча. Сегодня православные христиане отмечают День апостолов Петра и Павла. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Родственники погибшего на руднике «Удачный» горняка получат компенсацию более 2 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Алроса», все сотрудники компании застрахованы по коллективному договору страхования. Он предусматривает компенсационные выплаты в случае возникновения несчастного случая на работе. Также родственникам будет выплачена материальная помощь. Ранее мы сообщали, что на руднике «Удачный» произошел несанкционированный взрыв. На момент происшествия в шахте находилось 174 человека. Взрыв на работу рудника не повлиял, обрушения нет, погиб 1 человек. Специальная комиссия расследует обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело. В республике ведутся работы по тушению 22 пожаров на площади более 12 тысяч гектар. Из них действующих 14, локализовано 6. Всего в тушении задействовано более 500 человек. Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 118 лесных пожаров на площади около 35 тысяч гектар. В Нерюнгри прокурорская проверка выявила нарушение условий государственного контракта и факт мошенничества со стороны предприятия, осуществлявшего капитальный ремонт. В 2 многоквартирных домах ущерб составил свыше 15 миллионов рублей. Подробности у наших корреспондентов. В июне 2016 года между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия и ОАО «Север-Инвестстрой» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту подвалов домов по улице Дружбы народов 33 и 35. Оплата работ была произведена полностью. При этом, согласно материалам прокурорской проверки, ремонт подвала одного из домов подрядчиков в полном объеме не выполнен. Исполнитель не до конца выпил почти все виды работ, и вот так вот получилось, что исчез в неизвестном направлении. А сейчас мы вот стали на вопросе, что там недоделочки, там недоделки, которые мы участвовали в комиссии, которые вроде бы определили с представителем капитального ремонта, но сдвигов как бы здесь у нас писали письма, но сдвигов-то нет. Цена договора составила свыше 15 миллионов рублей. Указанными противоправными действиями Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия причинен значительный ущерб. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Следственными органами МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 159, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошенничества, сопряженное с невыполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития событий. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нерюнгри. Между тем, в Нерюнгринском районе владельцы более 11 тысяч квартир задолжали филиалу Нерюнгринской ГРЭС около 500 миллионов рублей за тепло и горячую воду. Как отмечают в компании, отсутствие этих средств особенно ощущается в период ремонтных работ, которые ведут для подготовки энергообъектов к зиме. Во втором квартале этого года было направлено около 10 тысяч уведомлений в адрес неплательщиков. В суд подано более 600 исков. Действия дают результат. Были погашены долги на сумму около 23 миллионов. Отметим, что должники имеют возможность реструктуризовать задолженность. Для этого нужно позвонить в теплосбыт. Тем временем более 100 тысяч тонн грузов переработано Ленским речным портом за 2 месяца навигации. Это соответствует плану, но такая стабильность дается речникам с большим трудом. Габариты транспортных пакетов растут, а кран, способный обрабатывать такие производственные мощности, всего 1 и то морально устаревший. Подробности у наших коллег. У причальной стенки очередное судно. Навигация в Ленском речном порту идет полным ходом. С ее начала прошло уже 2 месяца. За это время переработано 103 тысячи тонн грузов, это всего 32% от плана. Особых переживаний нету, что мы, как говорится, план не выполним, но опасения такие присутствуют, потому что если в адрес компании груз поступает планомерно, то в адрес сторонних заказчиков на сегодняшний день есть опасения, что они свои заявленные объемы недовыполнят. Но особенностей, вроде бы нынче никаких особенностей таких нету. Если в прошлые годы ленские речники были вынуждены работать в условиях мелководья, то сейчас такой проблемы нет. Уровень воды в Лене высокий, суда идут с полной загрузкой. Груз привычный, коллектив стропольщиков обучен. Особо навигации ничем не отличаются друг от друга. Разносторонний груз идет, постоянно разный.
Бывают и многогабаритные, и мелкие, разные виды грузов. Все больше сторонних компаний обращаются в Ленский речной порт для транспортировки своих грузов, в том числе и крупные нефтяные. Груз становится более габаритным. Как пример, газовые резервуары, минимальный вес которых достигает 60 тонн. Тяжелую технику везет и акционерная компания «Алроса». В этом году уже поставлены горные самосвалы. Перегружать большой вес способен только один кран из тех, что имеются в речном порту – 100-тонный «Дерек». Это создает определенные трудности. В последние годы наблюдается такая тенденция, что все грузоперевозчики, грузоотправители, они стараются укрупнять свои транспортные пакеты, так назовем их, да. То есть это крупнотоннажные контейнера, 40-футовые контейнера, даже 24-футовые контейнера. Они тоже достаточно с большой загрузкой идут, на полную, значит, грузовместимость, которая позволяет технические характеристики контейнеров загружать эти вложимые. В связи с этим возникают неудобства по переработке. Единственный тяжеловесный кран давно устарел. Его выпуск датирован 1971 годом. Руководство Ленского речного порта уже попросило рассмотреть возможность его замены у генерального директора акционерной компании Сергея Иванова. С учетом новых задач техническое перевооружение порта – необходимость. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Проект строительства нового кладбища в Якутске вызвал недовольство жителей села Владимировка, так как разместить кладбище хотят недалеко от этого поселка, в районе 17-го километра Покровского тракта. Как выбирают власти города площадь для будущего кладбища и какова в целом ситуация с этим вопросом на сегодня, разбирался Юрий Осипов. Могильный вопрос для Якутска не новый. Старые погосты переполнились еще несколько лет назад, говорят власти города. Новое кладбище может появиться недалеко от села Владимировка. Место выбирали методом исключения. На сегодняшний день рассматривается вариант, ввиду отсутствия остальных направлений. У нас, вы сами понимаете, в северном направлении у нас в основном многодетные, а в южном направлении у нас получается, во-первых, пайщики, и в основном соты, практически земель нет. И вот, получается, решение мы видим непосредственно на горе. Площадь кладбища должна быть не больше 40 гектаров. Требования законодательства. Потребность в погосте есть, утверждают чиновники. Ежегодно в Якутске появляется до 2500 новых захоронений. Это 2000 гектаров. Кладбище у Владимировки может хватить на четверть века. Только жители села возможному соседству не рады. У нас здесь и так инфраструктуры никакой нету. Озера, вот то, что речки, вот эти вот ручьи, это используется все в домашних условиях, в хозяйстве. Полив огорода, питье, дети купаются по лету. Если какое-то кладбище здесь нам поставят, у нас же все эти сточные воды по весне пойдут в эти реки, озера, вот эти ручейки. Они у нас, как бы чистые пока еще, экологически вроде, более-менее. С них пьем, дети сырую воду даже с них пьют. Примерно здесь, на 17-м километре Покровского тракта, на горе и планируется постройка нового кладбища. От села Владимировка его отделяет несколько километров, но совсем рядом с ним находятся детский лагерь и высшая школа музыки. Однако этот план еще не утвержден. Окончательное решение власти Якутска примут только после встречи с жителями Владимировки. Правда, высока вероятность, что население ответит категорическим отказом. И не важно, что по проекту погоста даже не будет видно. Юрий Осипов, Артем Алексеев, Якутск. В рамках международных интеллектуальных игр сегодня стартовали соревнования по робототехнике. Всего в конкурсе принимают участие 20 команд, по 2 школьника в каждой. Одна команда из Казахстана, остальные из Якутии. Соревнования пройдут по 3 видам: кольцевые гонки, грузовой порт и сумо. Правила разработаны специалистами компьютерной академии, а оценивать работу участников будут эксперты из Японии и Кореи. Мы слишком сложные соревнования не стали готовить. Мы подготовили более-менее такие доступные, несложные соревнования. Конечно, соревнования нужны, но когда дети занимаются исследованиями, проектными деятельностью, на самом-то деле состязательность, соревновательность, они должны быть на втором плане. Главное, чтобы ребята занимались тем, что нужно, приобретали соответствующие навыки.
Иностранные туристы познакомились с якутскими бизонами в питомнике Усть-Ботома. 9 июля его посетила первая в 2018 году организованная группа экскурсантов. Около сотни туристов компании «Лена Турфлот», прибывших в бизонарий теплоходом Михаил Светлов, приехали в Якутию из Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии и центральных регионов России. Такие организованные экскурсии проводятся ежегодно для различных туркомпаний по договору. Бизонарий работает и с индивидуальными туристами, которые могут добраться до питомника самостоятельно. В Якутске провели мастер-классы по безопасному поведению и спасению на воде. На пляже 202-го микрорайона организовали несколько площадок. На берегу по оказанию первой помощи с применением роботов-тренажеров, на воде спасатели на лодках показали специальное снаряжение и приемы спасения утопающих. Инструктора очень хорошо доступным языком все объясняли, научили нас. То есть мы все уже как бы элементарно уже владеем навыками, то есть элементарными приемами оказывания первой помощи. Мы сегодня научились оказывать первую помощь на манекенах. Это при утоплении и при солнечном ударе и при кровотечении. Мы, дети, учимся новому и можем сами оказать пострадавшим первую помощь. Сегодня Православная Церковь празднует День апостолов Петра и Павла, или Петров день. В этот день запрещено ругаться и праздновать свадьбы. Посвятить его следует добрым делам. На Руси начали почитать День Петра и Павла после ее крещения. В славянском календаре День Петра и Павла знаменует макушку лета, расцвет всех сил природы. Это начало сенокоса, время летних свадеб, забав, связанных с купаниями и ритуальных костров. А вот венчаться в праздник святых запрещено церковью категорически. Раньше к этому дню готовились как к большому празднику. Люди белили дома, убирались во дворе. У меня к этому часу все новости. Хорошего вам дня и оставайтесь с нами.